Правдивый рассказ о начале моей жизни может, вероятно, до некоторой степени помочь раскрытию механизма воздействия на человека этого концентрированного разума, рассылающего вокруг себя светлые лучи-импульсы, уходящие в бескрайние дали. Каждая местность, несомненно, имеет свои археологические памятники. Но что касается Хакасии, то в Сибири вообще и в Центральной Азии это уникальнейший центр. Во всяком случае, здесь такое обилие древности и такое их разнообразие, как нигде. Хакасия – это такой археологический заповедник. Это удивительное место на земле, где, когда ты едешь по дороге, ты можешь видеть памятники всех времен, начиная от неолита, кончая поздним средневековьем. И это далеко не тривиальная фраза. Она наполнена значительным и глубоким содержанием. Московский университет – это в то же время магический магнит огромной притягательной силы. Действительно, для Леонида Романовича он был больше, чем альма-матер, в стены которого в военной форме и сапогах он с волнением вошел летом 1945 года, чтобы на всю жизнь быть затянутым в поле этого магического магнита. Видите, какая вещь? Наша экспедиция Московского университета, она работает на протяжении многих лет над темой, главным образом, древних городов, древних крепостей, древних поселений. То есть над темами оседлых цивилизаций, которые существовали на территории Хакасии. Он говорил, что археология – это увлекательнейшая игра, где мы расшифровываем вот эти вот послания, фигурально выражаясь, так сказать, эти вот послания древних. С высоты сегодняшнего дня можно уверенно сказать, что исторической науке для судеб Хакасии и ее коренного народа суждено было сыграть исключительно важную роль. Не это ли предчувствие с юных лет влекло и, в конце концов, привело Кызласова в университет? Но ведь остров Пасхи, изваяние, там самое древнее изваяние, это 600 лет всего. В то же время наше изваяние имеет 5000-летнюю давность. Он приучил нас к тому, как научил нас тому, как нужно элегантно, тонко и очень бережно обращаться с таким материалом, как и археологические находки. Предчувствие стало верой в созидающую силу науки, способную заглядывать в прошлое и оттуда создавать картину настоящего, а значит, образ будущего. Эта магическая наука, как ни странно, называлась археологией. Мы сделали все из того, что могли. Леонид Романович Кызласов родился 24 марта 1924 года в селе Синявино Хакасского уезда Енисейской губернии. Названный уезд был образован за год до его рождения, то есть в 1923 году, и за его наименованием стоит весьма непростая история. Отец мой был татарин племени Сагай, а мать татарка племени Каш. Как я, так и родители мои – христиане православного вероисповедания. Так писал о себе первый ученый из числа так называемых минусинских татар, как тогда именовались хакасы, профессор Казанского университета Николай Катанов. Утрата общенародного этнонима тюркоязычным населением Минусинского края и закрепление за ними клишированного термина русской администрации «татары» – таков был неутешительный результат политических катаклизмов прошлого, приведших к этнической дезинтеграции. Я видел древних письмена. На диких скалах Енисея таинственная старина потомков поздних не жалея проводит хитрые черты для их гадательной мечты. Я видел древний ряд могил, им взор конца не находил. Сии огромные курганы, рассеянные по полям, у коих камни по углам стоят, как грозные великаны. Невольно клонит робкий ум к
принятию самых мрачных дум. Для грусти там живая пища, к мечтам в былое тьма причин. Идешь в безмолвии один среди всемирного кладбища. Не разгадав, какое послание для потомков заключено в письменах на диких скалах Енисея, пребывая в мрачных думах о будущем своего народа, профессор Катанов в 1922 году сошел в могилу. Однако на ней уже взошла первая поросль национальной интеллигенции, тех, кого официальный язык Российской империи уничижительно именовал минусинскими инородцами. Среди ее представителей был Роман Афанасьевич Кызласов, отец нашего героя. Роман Афанасьевич русского языка не знал очень долго. Для того, чтобы освоить русский язык, он пошел батрачить к одному русскому, намеренно к русскому кулаку, будем говорить, богатому человеку, у которого он работал и выучил русский язык. Потом он работал на руднике русском, уже имея возможность общаться. А затем он стал работать в ближайшем городе Минусинске. Он там работал извозчиком и по вывескам научился читать потихоньку. Один из основоположников сибирского областничества Николай Ядринцев в своей книге «Сибирь как колония» писал: «Не было сословия, не было учреждения в Сибири, которое бы не эксплуатировало инородца. Сибирь не избежала общего закона колоний, колонист создал рабство инородца». Будучи одним из первых хакасских коммунистов, он занимался всяческой просветительской деятельностью. Он составил русско-хакасский словарь первый, занимался там грамотой. Потом он играл на хакасском языке в городе Минусинске, в русском городе, ставил спектакли для того, чтобы хакасы могли прийти послушать, так сказать. По словам моего отца, он все время говорил, что вот беда наша в том, что мы не знаем истории своего народа, происхождения не знаем. Благодаря переводческой деятельности главы русской духовной миссии в Пекине, архимандрита Иокинфа, уроженца чувашского села Акулева Цивильского уезда, образованным людям России уже в середине XIX века стали доступны известия китайских династийных хроник. Из них следовало, что на территории Минусинского края в эпоху раннего Средневековья существовало сильное и развитое государство Хагяс. Это положило начало определенному этнологическому дискурсу. Деятель сибирского областничества, историк и этнограф Николай Казьмин в 1913 году написал книгу «Хакасы», правда, опубликованную с большим опозданием лишь в 1925 году, в котором доказывал историчность этнонима Хакас, являвшегося в прошлом народным именем, в то время как правящая элита хакасского государства носила название кыргыз. Николай Казьмин заявлял: «Поэтому мы считаем, что хакасская интеллигенция поступила правильно, обратившись для оформления, объединения и возрождения своего народа к историческому имени Хакас». В поэме «Искандер-Наме» азербайджанского поэта XII века Низами Генджеви был создан идеализированный образ страны Хырхиз, расположенной далеко на севере, куда якобы стремился царь Искандер, то есть Александр Македонский, исламской традиции. Царь в бессонных метаньях, влекомый в Хыргиз, все не спал под мерцанье полуночных рис. И, помчавшись, лугов миновал он простор, и сады ручьев прихотливый узор, и увидел он город прекрасного края, изобильный, красивый, подобие рая. За научным обоснованием этнонима Хакас последовали практические решения. Этнограф и общественный деятель Степан Майнагашев организовал в 1917 году съезды, которые учредили Временный национальный комитет и приняли постановление о возвращении к историческому названию Хакасы.
Как результат национального самоопределения в 1923 году был образован Хакасский уезд, а в 1930 году Хакасская автономная область в составе Красноярского края. Правда, сам Майнагашев не увидел плодов своей деятельности. В 1920 году он был расстрелян местной ЧК по обвинению в контрреволюции. Остальные хакасские деятели, в том числе Роман Кызласов, погибли 1,5 десятилетия спустя в ходе сталинских репрессий. Наступил 1937 год, и пошла эта общая волна. Вот, оказался человек осужден за то, что он ратовал якобы за присоединение Хакасии к Японии. И вот эту напраслину такую, я бы сказал, незамысловатую, а даже скорее наоборот, предъявили человеку, и в 1938 году он был расстрелян. Соответственно, у него остался 13-летний старший сын, 11-летняя дочь и 6-месячный третий ребенок, так сказать, младенец. Старший сын расстрелянного врага народа, тем не менее, рос патриотом страны. Осенью 1942 года 18-летний Леонид Кызласов, закончивший первый курс историко-филологического факультета Томского университета, был призван в танковые войска. За годы войны под огнем противника сгорело 3 танка, членом экипажей которых он был. В последнем бою он лишился кисти левой руки. В 1945 году, за день до своего 21-летия, последний раз сгорел в танке, и поскольку погиб практически весь экипаж, а он в результате попал в пехотный госпиталь, тот тоже был зачислен. И так всю жизнь и числился в списке безвозвратных потерь РКК, ЛР Кызласов и так далее. И дело было в Силезии, тогда немецкой. В базе данных Министерства обороны до сих пор можно прочесть: Кызласов Леонид Романович, младший сержант, радиотелеграфист танка 3-го танкового батальона. Убит 23 марта 1945 года. Германия, Силезия, деревня Бладен, высота 292. Однако летом 1945 года, едва выписавшись из госпиталя, неожиданно воскресший гвардии сержант Кызласов отправился отнюдь не на родину. Повинуясь притяжению магического магнита, его душа рвалась в Москву. Он стал студентом МГУ, лучшего вуза страны, потом его аспирантом и преподавателем. Он, конечно, был для всех таким немножко легендарным преподавателем. Все знали, что он воевал на войне, да, и, так сказать, все относились. Такое было ощущение, что это очень уже пожилой человек. И когда, так сказать, мы его увидели первый раз, когда он читал спецкурс, да, он такой седой, статный, по-настоящему, так сказать, такой умудренный человек. И он начал читать курс, и у него совершенно преобразилось лицо. Он очень стал таким страстным, и, так сказать, он с таким интересом, воодушевлением рассказывал про свой предмет. Было видно, что он очень неравнодушен, что он очень любит то, о чем он говорит. Еще в 1940 году ученику старших классов Кызласову довелось прослушать публичную лекцию «История хакасского народа», прочитанную в городском саду Абакана уже известным к тому времени исследователем Южной Сибири профессором Сергеем Киселевым, после чего он окончательно определился с выбором. Перевестись по окончании войны из ТГУ в МГУ Кызласова подвигло именно желание обрести учителя в лице последнего. Леонид Романович шел к учителю. Он, как он говорил, где бы Киселев не работал, я бы туда и поехал заниматься. И он, как однорукий, боялся, что археологу же копать надо, как он будет это делать. Но создатель кафедры археологии Московского университета Арцеховский, который говорил очень лаконично и всегда немножко разгонялся перед фразой, он сказал:
Очень хорошо. Археологов-танкистов еще не было. Зачисляем. Вот. И так человек окончил кафедру в 1949 году, получил диплом, и дальше он с этой кафедры не сдвинулся до самой смерти и преподавал в Московском университете археологию Сибири, Казахстана, Дальнего Востока, то есть восточную часть, ну, будем говорить, СССР. Сергей Киселев написал фундаментальный труд «Древняя история Южной Сибири», за что в 1950 году удостоился Сталинской премии. Также он исследовал мегалитический Салбыкский курган в так называемой «Долине царей», некогда представлявший собой погребальное сооружение пирамидальной формы. Даже в своем оплывшем виде он поражал своими гигантскими размерами. Памятник относился к тагарской археологической культуре, существовавшей в VIII-III веках до нашей эры и соотносившейся с динлинами китайских источников. Знаменитая боярская писаница наглядно показывает образ жизни тагарцев-динлинов. На ней изображены бревенчатые избы и юрты, всадники, котлы, различные животные – олени, горные козлы, быки, собаки. Киселев был классическим археологом, опиравшимся в своих реконструкциях и обобщениях лишь на материалы раскопок и ни на что более. Козласова же стесняла условность и безликость археологической терминологии, оторванность от этнических реалий, свойственная кабинетной археологии. Кем были, например, те же носители тагарской культуры, получившие свое наименование по острову Тагарский на Енисее. Ведь если бы условные тагарцы обрели свое подлинное название и культурный облик, прошлое зацвело бы совсем иными красками. Леониду Романовичу всегда был очень, так сказать, присущ такой историзм. Он археологию, в общем, никогда от истории не отрывал, а как бы он интересовался археологией, на самом деле, поскольку он изначально интересовался историей. Историей своего края, Хакасии, историей Сибири, историей Средней Азии или Срединной Азии, как он ее называл. Леонид Романович никогда, так сказать, археологию не выводил в сферу такой отдельной узкой прикладной дисциплины. Поскольку, конечно, занятия археологией, такие полевые особенно, ну и камеральные тоже в какой-то мере, они могут, скажем так, капсулировать определенным образом внимание, то есть заострить его только на, собственно, этих конкретных памятниках. Но Леонид Романович всегда за этим призывал видеть историческую реальность, так сказать, за этим был человек, да, так сказать, и каким образом этот человек проявлялся в этих вещах. В 1953 году Леонид Романович защитил кандидатскую диссертацию «Таштыкская эпоха. Первый век до нашей эры, пятый век нашей эры» в истории Хакасско-Минусинской котловины. Позже увидела свет монография с этим же названием. Визитной карточкой таштыкской культуры являются посмертные гипсовые маски, благодаря которым ученые знают, как выглядели представители этой общности. Благодаря во многом Леониду Романовичу я стал археологом. Специализация на кафедре у нас была со второго курса. И, как сейчас я помню, мы тогда учились в старом здании университета на Герцена 5. И кафедра археологии располагалась на первом этаже. И я спускаюсь по лестнице второго этажа, и внизу стоит Леонид Романович и спрашивает: молодой человек, как вы? Будете у меня специализироваться? Я говорю: да, конечно, Романович, безусловно. Говорит: тогда собирайтесь, едем в экспедицию. Это было уже после второго курса, и 69-й, 70-й, 71-й годы. Я ездил в экспедицию с Леонидом Романовичем Козласовым, мы копали везде, копали в том числе и Кайбальский Чатас, находки которого здесь. Я не совсем уверен. Хотя эту маску я помню. По-моему, она прошла через мои руки.
Какой год? 70-й. 70. Ну, точно, значит. Я и писал. Я помню, что и потом мы в Абакане грузили это все в контейнеры и отправляли в Эрмитаж. Этих посмертных маск делали только в 2 местах нашей Айкумены. Это в Древнем Риме и вот в Хакасии. Артефакты, обнаруженные Кызласовым в ходе многочисленных экспедиций, ныне являются украшением коллекции Абаканского краеведческого музея, Государственного музея Востока, Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, экспозиции на кафедре археологии собственной Альма-Матер. Мы с вами видим здесь лучника, охотника, как мы видим здесь вот голова, правой рукой он натягивает лук, а в левой он его держит, этот лук. Вот здесь вот мы видим стрелу, готовую к полету. Здесь мы видим туловище, у него на поясе висит колчан, и мы видим здесь ноги человека. И этот человек стреляет в каких-то животных, не очень понятных, возможно, это лошади вот с такими хвостами и гривами, с подогнутыми ногами, возможно, какие-то другие животные, вот одно над другим мы видим. Это все выбито на этом камне. Ну и вот Леонид Романович, он привез, опять же, видите, так сказать, эту плиту, чтобы студенты могли видеть, что такое петроглифы воочию, потому что петроглифы встречаются во всем мире, на всех континентах. В конце III века до нашей эры государство Динлинов было завоевано империей гуннов, что было зафиксировано китайскими хрониками, а затем подтверждено археологией. Здесь находилась крепость, которую мы сейчас спасаем, вернее, спасаем остатки этой крепости. Крепость гуннов, которая существовала 2200 лет тому назад на этой территории. В гунскую эпоху в Минусинскую котловину переселяются тюркоязычное племя кыргызов, известное в китайских источниках как Гяньгунь. Динлино-гяньгуньское взаимодействие дало начало новой таштыкской культуре. Леонид Романович, опираясь на более ранние находки Киселева, он систематизировал эту культуру, но она называется у них, вот книжка не культура, а таштыкская эпоха, ибо он там впервые для археолога, но и для филолога, он поднял всю местную название местностей, прежде всего рек, они сохраняются, и показал, что предшествующее население говорило на языке кетской группы, самодийской группы и, как он еще считал, угорской, по речным названиям. И в результате таштыкская эпоха оказалась тем ядром, из которого вышел росток всех последующих средневековых культур долины Среднего Енисея. Едва начав самостоятельные археологические раскопки, новоиспеченный кандидат наук Кызласов приобрел мировую известность. В 1953-54 годах, ведя раскопки на городище Акбишим в советской Киргизии, он обнаружил остатки буддийского храма, несторианской церкви и манихейского могильника. Академик Бартольд отождествлял данное городище со столицей Карлукского ханства, городом Баласагун. Однако Леонид Романович опроверг эту точку зрения. Сделав стратиграфические шурфы, он понял, что датировка городища не совпадает со временем существования Баласагуна. Когда материалы раскопок стали известны на Западе, британский востоковед Джерард Клоссон заключил, что в таком случае городище Ак-Бишим соответствует городу Суяб или Чуяб, столице западно-тюркского каганата. Это положение утвердилось в науке. Потому что Леонид Романович очень точно датировал создание буддийского храма. Через 40 лет один итальянец, работая в Японии с китайскими летописями, нашел год заложения этого храма. И оказалось, что Леонид Романович попал точно. Он написал или самый конец VII века, или самое начало VIII. Храм оказался заложен в 706
1986 или 1989 году. То есть после этого Леонид Романович ходил очень довольный и говорил: археология – точная наука. Известный исследователь Центральной Азии, академик Борис Литвинский, писал: «Я помню, как прозвучал доклад молодого тогда Кызласова о его раскопках на Акбешиме. Была открыта новая глава среднеазиатской археологии – изучение буддийских древностей и буддийского искусства. Я был ошеломлен». Однако это было лишь начало длинной и продуктивной научной деятельности Кызласова. Пример работы Хакасско-Тувинской археологической экспедиции, которую возглавлял Леонид Романович Кызласов. То есть работал он не только в Хакасии, которая была основной зоной его приложения его усилий, но и в Туве, на территории, вот сейчас мы называем Республика Тыва. И здесь, отсюда, именно с территории Тувы, он привез вот это замечательное изваяние, весом примерно 80 килограммов, каменное изваяние тюрка-воина, это раннетюркское изваяние, датируемое примерно серединой 6-го, серединой 8 веков нашей эры, ну вот в этих диапазонах. Такие изваяния были объектом почитания, это героизированный предок. И такая тонкая, так сказать, тюркская скульптура, то, так сказать, такой тонкой работы, это вообще шедевры. Их на самом деле совсем не так много, таких изваяний. Вот в Государственном историческом музее такие тоже экспонируются. В 1965 году увидел свет коллективный труд «Древнемонгольские города» под редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР Сергея Киселева, в котором один параграф был написан его учеником Леонидом Кызласовым. Киселев, ушедший из жизни 3 годами ранее, привел материалы о городах Монголии. Как было сказано в предисловии, этот смелый вывод противоречил укоренившимся ранее представлениям о чисто кочевом характере общества и даже государства монголов. Никакого примата кочевника-ведения, которое у нас сейчас чрезвычайно ограничивает подходы исследовательские заранее для многих, может быть, даже для большинства ученых, у Киселева не было. В свою очередь, Кызласов подверг критике некоторых исследователей, считавших народы Сибири пребывавшими к моменту вхождения в состав русского государства на стадии первобытно-общинного строя. Он написал, что его когда-то задело, что арабские авторы 9, 10, 11, 12 века пишут о городах Сибири, а мы о них знаем меньше, чем средневековые арабы. И он принялся искать. И, пожалуйста, кочевая степь оказалась занята городскими памятниками разных культур. Вот уйгурский каганат как таковой археологически изучен только трудами Леонида Романовича Кызласова, и пока только в Туве. Ни в Монголии, где он был столичный, нигде. Автор анонимного персоязычного географического трактата X века «Худуд ал-Алам. Границы мира» упоминал город Кимиджкет, в котором имел пребывание кыргызский каган. Название города ясно указывает на его местоположение. По-хакасски и тувински река Енисей именуется соответственно Кем и Хем. Следовательно, айконим Кимиджкет переводится как «город на Енисее». На карте выдающегося арабского географа XII века Ал-Идриси показаны древнехакасские города Хирхиз, Нашран, Хакан-Хирхиз и Дарант-Хирхиз. А в тексте его сочинения сказано: «Город, в котором обитает царь кыргызов, представляет собой крепость, окруженную мощной стеной, рвом и большим ограждением». Открыв и изучив десятки городов, крепостей и селений уйгуров, монголов и древних хакасов, Леонид Романович развеял миф о том, что Южная Сибирь не знала городского уклада жизни до присоединения ее к русскому государству. Итогом многолетних изысканий стала монография «Городская цивилизация Срединной и Северной Азии». К работе Тувинской археологической экспедиции ИМГУ в 1957 году Леонид Романович Кызласов. И вот здесь вот видно, да, так сказать, как вот он, это он сам делал фотографии, сам рисовали они, да, так сказать, и здесь вот видно, да, так сказать, все экспедиционные снимки. Во-первых, мы впервые поняли, и я в том числе, как археологический материал используется для реконструкции исторического процесса. То есть раньше мы, да, изучали археологию,
нам читали лекции, мы сдавали коллоквиум, мы читали книги. Но мы впервые увидели сами и подержали в руках этот материал, и Леонид Романович объяснял нам прямо на раскопе, а он все время был с нами на раскопе, как вот эти найденные крохотные кусочки, которые, казалось бы, не имеют никакой исторической значимости, будь то кости животных, будь то какие-то пуговицы, какие-то элементы украшений или чего-то еще, как они способствуют восстановлению картины исторической в конкретную историческую эпоху. Когда мы первый раз встретились, я удивился я знал, что он фронтовик, что он воевал, что он танкист. Вот, был несколько раз ранен, но я удивился, что у него, значит, не было кисти левой руки. И для меня тогда тоже, первый раз только когда познакомился, я подумал, а как же, типа, археолог и без вот руки, как же там копать, как же работать. Ну вот пример Леонида Романовича меня вдохновил на то, что, в общем-то, археология – это не только раскопки, это не только зачистка погребений, еще такое, но это, во-первых, еще большая часть аналитической работы. То есть можно хорошо, красиво раскопать, да, но главное потом все это переработать, обдумать и, скажем так, написать научную работу, то есть выдать какой-то действительно научный труд. При жизни Леонида Романовича 14 его учеников стали докторами, а 40 – кандидатами исторических наук. Его бывшие студенты ныне ведут научную и преподавательскую деятельность в различных странах мира. Мою дальнейшую судьбу тоже во многом определил Леонид Романович, потому что у него был удивительный дар и удивительная привычка не бросать своих студентов. Он всегда очень трепетно относился к их дальнейшей судьбе. И, собственно, по рекомендации Леонида Романовича меня взяли в Институт востоковедения, и я, так сказать, передвинулся немного на юг, с Южной Сибири уже в Среднюю Азию. Ну и потом всю дальнейшую жизнь у меня связана с Институтом востоковедения, но крестным отцом своим я считаю Леонида Романовича, безусловно. Меня, конечно, поразило, с какой деликатностью он относился к студенткам. Да, так сказать, и мы, честно говоря, так сказать, немножко его боялись, потому что у него была повреждена рука, и нам казалось это таким, с одной стороны романтичным, а с другой стороны страшным, потому что ты понимаешь, так сказать, что человек пришел к нам из другой эпохи. И вот это вот отношение к нему, как, так сказать, к такому, просто рыцарю, да, так сказать, человеку другой эпохи, просто человеку другой эпохи, который пришел к нам и вот обучает студентов, и, так сказать, ты даже не можешь представить, в каких там, да, так сказать, историях он побывал, и его какое-то очень при этом мягкое, доброжелательное, подчеркнуто доброжелательное отношение, это, конечно, так сказать, его очень выделяло из многих преподавателей. Загадочные изваяния антропоморфных фигур с фантастическими личинами, изображениями божеств, стеллы с солярными знаками, менгиры с причудливыми рисунками, издревле являвшиеся частью ландшафта Минусинской котловины, вызывали изумление многих поколений, живших здесь людей. Кызласов просто не мог не направить свой пытливый исследовательский взор на эти объекты. В своей книге «Древнейшая Хакасия» он датировал некоторые из них эпохой позднего неолита и выделил в особую тазминскую культуру. По его мнению, семантика изображения отражает сюжеты древних космогонических мифов местного населения. Таких изваяний нет не только в Сибири, вообще нет на территории нашей страны. Если вот у нас много в нашей литературе встречается разговоров о том, что остров Пасхи вот загадочными изваяниями обладает и так далее, но ведь остров Пасхи, изваяния там самые древние изваяния, это 600 лет всего. В то же время наши изваяния имеют 5000-летнюю давность. И вот эта область вот этих изваяний хотя бы говорит о том, что здесь был какой-то уникальный совершенно центр вот культур, древних культур. Кызласов не был историком эпизодов. Памятуя слова отца «беда нашего народа в том, что мы не знаем своей истории»,
Он изначально ставил грандиозную задачу дать панораму всего прошлого родного края с максимально отдаленных, насколько это вообще возможно, времен. Он ввел в науку понятие «древнехакасское государство». Он показал роль рода кыргыз как формы управления этим государством. Во-вторых, он показал материальную культуру этого государства, погребальный обряд этого государства, а духовную культуру, ибо он определил письменные памятники, что они относятся к этому. То есть, понимаете, получилась очень многосторонняя характеристика страны, которую некоторые археологи, ну, из того разряда, который мы с вами относим к такой кабинетной направленности, они говорили, вот Кызласов выдумал целое государство. Но он его не выдумал. Китайская хроника Таншу сообщает: Хагас есть древнее государство Гяньгунь. Жители перемешались с динлинами. Народонаселение простиралось до нескольких сот тысяч. Строевого войска 80 тысяч. Жители вообще рослы, с рыжими волосами, с румяным лицом и голубыми глазами. Зимою живут в избах, покрытых древесной корой. Письмо их и язык совершенно сходны с уйгурскими. Сумма данных археологии, этнографии, письменных источников говорит о том, что в государстве Хагас или Кыргызском каганате была собственная енисейская руническая письменность, города, сложная система управления, ирригационное земледелие, скотоводство, развитая металлургия, сильная армия, а численность населения достигала значений, превышавших многие страны Европы того времени. В литературе оспаривалась кызласовская интерпретация китайского термина «хагяс». Критики Леонида Романовича настаивали на том, что хагяс, а также гяньгунь, цигу, цилидзысы и другие формы – все это лишь китайская транскрипция этнонима «кыргыз». Однако Кызласов, основываясь на скрупулезном анализе китайских источников, доказывал, что кыргызами именовался лишь правящий династийный род, тогда как основная масса населения имела название хакас, которое в форме хаас сохранялось вплоть до XX века в качестве самоназвания одной из групп так называемых енисейских инородцев. Но тут есть разный уровень профессионализма, понимаете. Если вам этноним хакасы не нравится, и вы до сих пор считаете, что это китайская передача слова «кыргыз», то вы можете и не принимать концепцию Кызласова. Это ваше «хочу-не хочу», но только на таком уровне. Если вы, подходя к двум концепциям, видите, что одна из них объясняет большинство известных фактов, а другая не может объяснить столь же большое число фактов, то тогда ваша воля избрать ту, которая обоснована. Соотношение названий «кыргыз» и «хакас» вписывается в весьма распространенную историческую коллизию, когда этноним правящего клана превращается в политоним, представлявший для внешнего мира весь подвластный народ. У нас имя переходит с народа на народ легко. Почему славяне-болгары носят тюркское имя? Полностью ославянившись, болгары подарили свое имя славянскому народу. Если мы пойдем за именем, мы что, будем искать славянские корни где-нибудь за Азовским морем или на Алтае? Этноним татар разнесен русским населением на всю Сибирь. Например, хакасы – самоназвание народное Тадр. Ну что теперь делать? 3 века приучали, что вы татары с высоты администрации. Приучили, теперь обратно надо. Древнехакасское государство, возникшее в VI веке, имело длительную историю противостояния с тюркским и уйгурским каганатами. Выстояв в тяжелой борьбе, в IX веке оно достигло пика могущества и максимального территориального расширения. Однако новой центральноазиатской державе нужен был собственный государственный культ. И таковым, как показали исследования Кызласова, стало манихейство, заимствованное у уйгуров. Труды целого ряда исследователей, включая Леонида Романовича Кызласова, его учителя Сергея Владимировича Киселева,
конечно, исследователей пазырыцкой культуры Сергея Ивановича Руденко, Михаила Петровича Грязнова, ну и целого ряда других исследователей, они создали основу, в общем, современного исторического археологического сибиреведения. И Леонид Романович, прежде всего, был исследователем культур самого разного времени, но прежде всего его интересовал Железный век, Средневековье, история, непосредственно история народов Сибири. И в то же время он касался и тематики и Бронзового века, и даже в какой-то мере Каменного. И вот, конечно же, его важнейшее открытие – это вот северное манихейство сибирское, вот эти вот храмы. Основателем манихейства считается вероучитель Мани, уроженец города Ктесифон в Древней Вавилонии, живший в III веке и происходивший из царского парфянского рода аршакидов. Он основал синкретическую религию, включавшую в себя элементы гностического христианства и зороастризма. Мани учил. До него проповедовал Будда, потом Заратуштра, затем Иисус, но их деятельность была лишь прелюдией к его миссии открытия миру конечной истины. Пророк писал книги на изобретенной им самим письменности на основе арамейской графики, которые для доступности переводились на другие языки, в том числе тюркские. 6 его книг – это были священные писания для манихеев, настолько, что они могли на алтарь положить книгу своего пророка и молиться. И все время спорили с остальными религиями. Ну вот, Будда же не написал книгу, а вы утверждаете, может, вы не так поняли. А Христос, он же только рассказывал, а за ним записали ученики, а они, может быть, тоже вот что-то не поняли своего пророка. А у нас вот пророк писал, вы чего? Причем вот это ясное письмо, которое по-другому не прочитаешь. Такой аргумент был. Но проигрывали они в этом, в целом, будем говорить, в противостоянии. Но дело не в этом. А дело в том, что эта религия требовала от человека сознательно отличать, что является светлым в жизни, а что принадлежит к мраку, лжи и прочее. Потому что каждый верующий, заняв положение света, он усиливал свет и таким образом содействовал победе света мировой. А тот, кто заблуждался, тот работал на вражескую сторону. При этом существовали монахи, существовала церковь, хорошо, очень выстроенная. 72 одних епископа было. Требование личного морального выбора между тьмой и светом, доведенное до радикального неприятия зла, нашло огромное число сторонников во всех уголках света в лице пассионариев, жаждущих переустройства мира на новых этических началах, и превратило манихейство в опасное с политической точки зрения учение, ставившее под сомнение существующий порядок. Недаром же Фома Аквинский, выдающийся схоласт и учитель церкви, упорно размышлял над опровержением догматов этой популярной, по его мнению, ереси. На Балканах под влиянием идей Мани возникло движение богомилов, в Византийской империи – павликиан, во Франции – катаров и альбигойцев, против которых папе и светской власти пришлось организовывать крестовые походы. Движение маздакитов в Иране потрясло основы Сасанидской империи. Арабский халифат выдержал упорную борьбу с хурамитами и прочими так называемыми зиндиками. Таким образом, став, по сути дела, мировой религией, манихейство повсюду было гонимо. Лишь в тюркских степях учение Мани нашло сторонников не только среди простого народа, но и правящих верхов. В манихействе все должны были быть грамотны, включая женщин. И вот эти вот черты, они привели к глубокому восприятию письменной культуры. А мы это никогда не учитывали. Мы учитывали это для уйгурского каганата, это было известно благодаря китайским источникам, что уйгуры приняли, но мы не знали, что это приняла Сибирь. А Сибирь, Южная Сибирь, а потом Кимакский каганат, и вот мы уже с вами на Иртыше,
То есть у нас 3 тюркских государства приняли в Средневековье, раннее Средневековье, манихейство как официальную идеологию. Почему тюркоязычные только принимали? Это опять загадка культуры, которую нам надо бы понять. Вот. А самое важное заключается в том, что это объединяло тюркоязычные народы, как вы сами понимаете, на идеологическом таком общем фундаменте и создало тот глубинный общий ток культуры, который мы не видели. А если мы начинаем его видеть, то мы с вами понимаем не просто конкретные явления, мы начинаем опять понимать, насколько интеллектуально, в том числе книжно, были развиты наши предки до прихода тех мировых религий, которые они освоили позднее. Выдающийся харизмийский ученый IX века Абу Райхан Бируни писал: «У Мани остались последователи, рассеянные в различных местностях, вероучение которых возводят к нему. В странах ислама нет почти ни одного места, где бы они были сосредоточены. Что же касается немусульманского мира, то веру Мани и его учение исповедует большинство восточных тюрков, обитателей Китая, Тибета и части Индии». Здесь 169 колонн. Под каждую колонну положена была плита. Это вот был храм Солнца. И тут же к этому храму Солнца пристроили восьмигранник, а восьмигранник – это храм Луны. Вот наши же ведь хакасы всегда молились на Солнце. Понимаешь? И на Луну. Ночью молились Луне, днем молились Солнцу. Это большое открытие. 12 культовых сооружений, связанных с манихейством, было раскопано только его экспедицией. Копали много лет, и поэтому этот материал до сих пор не издан в полном объеме, но тем не менее общая работа у него есть. А это востоковедение совершенно новое. До этого считалось, что есть западное манихейство, которое к христианству близкое, и есть восточное, которое к буддизму. И он назвал северным. Но поскольку оно пользуется рунами, то я даже позволяю себе говорить о сибирско-тюркском манихействе. Приобщение к манихейству имело серьезные последствия. Дело даже не в том, что рунической и уйгурской письменностью было написано множество религиозных трактатов и литературных произведений. Самое главное, что грамотность стала широко распространенным явлением. На Софии Киевской, на Софии Новгородской, на русских, древнерусских храмах снаружи есть надписи молитвенные. Церковь запрещала, но люди, поклоняясь в знак того, что они молились, на высоте колена преклоненного человека написано «Ивашка псал», я Ивашка написал. Что написал? Да в знак того, что я молился. А когда вы приходите на Алтайские горы, и вы понимаете, что они на коленах писали, ну что же, 7 пядей во лбу, когда вы читаете «Бен Бетидим», я написал. Так это Ивашка написал у себя на церкви, а этот на скале молился, значит, написал. Вероятно, именно учение света, преобразившее древнехакасское государство, стало причиной появления в персидской литературе представлений об идеальной стране Хирхиз, воспетой поэтом Низами. Однако монгольское завоевание Южной Сибири XIII века прервало естественный ход истории. Край был опустошен, сопротивление народа было потоплено в крови, а сам он подвергся частичной депортации во внутренние районы Китая. Наступила эпоха упадка и обскурации. Рассвет национального возрождения забрезжил лишь в начале XX века. Однако первое поколение хакасской интеллигенции пало жертвой сталинских репрессий. Второе почти полностью выкосила Великая Отечественная война.
Можно считать огромным счастьем хакасского народа, что судьба или промысел Божий уберегли от гибели Леонида Романовича Кызласова, который не только написал историю своего народа, но и подхватил упавшее было знамя Степана Майнагашева и других деятелей хакасского национального возрождения. Самое главное, по-моему, его достижение – это умение состыковать древности с письменными источниками, с лингвистическими источниками и довести до живой культуры современных традиционных аборигенов Сибири. В общем-то, только трудов одного этого человека в принципе достаточно было бы, чтобы полностью поменять представление о развитии Сибири, которая никогда не была глухим, забытым краем, а всегда была цветущей страною, ни в чем не уступавшим другим странам до тех пор, пока на нее не легло вот это темное пятно каторги и ссылки, и тогда она стала выглядеть совсем по-другому. Когда вышла первая академическая история Хакасии, с древнейших времен до 17 года она называлась, 93 год, то я помню, как, получив авторский экземпляр, там, перелистал его на столе вот так, захлопнул и сказал: «Я выполнил завет отца». Позитивистская вера в науку, вот, она была внутри него, и, так сказать, он очень цельный человек, да, так сказать, со всеми как бы своими особенностями. Мне кажется, так сказать, что вот такие разные ученые, да, он, так сказать, ученый из Хакасии, он человек очень самобытный, но, несомненно, очень преданный делу и очень человек, который старается заразить своим видением всех окружающих. Вот это вот очень подкупало в нем всегда. Действительно, Кызласов верил в науку, в ее безграничную созидающую силу. Можно сказать, наука была его религией, а Московский государственный университет – его храмом. До последнего дня своей жизни, 24 июля 2007 года, он оставался сотрудником кафедры археологии, благодаря безмерному к нему уважению со стороны ее заведующего, одного из корифеев отечественной археологии, академика Валентина Янина. Он и не подозревал, что его труды будут иметь вот такую, почетную какую-то форму признания. И я думаю, он бы очень сильно удивился тому, что вот происходит. Но с другой стороны, труд он свой честно сделал. И когда академик Янин, один раз поздравляя его с юбилеем, сказал, что вы представьте, вот так много было сделано всего 2 руками, и Роман сказал: поправка, 1 рукой. Зал лег. Ну что делать? Действительно, однорукий был археолог. Выражением признания заслуг Леонида Романовича также стало присвоение в 2016 году высочайшей точки Хакасии, а это 2969 метров над уровнем моря, названия горы Кызласова. С 2024 года его имя стал носить Хакасский национальный краеведческий музей, перед зданием которого воздвигнут памятник, запечатлевший в бронзе естественный и, без сомнения, почетный для него образ солдата-археолога. Наше время прошло, свои песни мы честно пропели. Поколение войны исчезает с родимой земли. Износились дотла фронтовые седые шинели. Все ли мы сделали? Все из того, что могли.